библиотекари Муслюмовского края. И краткая история у нас такая. В 30-е годы открылись для народа в деревянном здании мечети. 40-е роковые мы были тылом и для фронта. В 50-е годы возобновилась вся работа. Это первый наш коллектив. Они работали искусствами. Вести просвещение для тех, кто любит тихий шелест книг. В 1977-м все стало централизованным. Началась эпоха модернизации. Создание книжных фондов и абонементов, улучшение условий работы. Есть новые издания и пакеты. Находимся в 2017 был центральный ремонт. Красивые здания, уютный мирок. Работа кипит своим ходом. Несет свою службу отважный народ. Библиотека всем обороном. Вас приветствует наш целеустремленный, вечно молодой, позитивный и энергичный коллектив. Наши двери всегда открыты, и мы очень рады гостям. Сегодняшний наш семинар пройдет под названием «Краеведческая деятельность библиотек и молодежь. Новая парадигма». Для открытия семинара слово хочу предоставить директору Республиканской юношеской библиотеки, руководителю проектного офиса по созданию модельных муниципальных библиотек Республики Татарстан, кандидату педагогических наук Наиле Рафиковне. Добрый день, уважаемые коллеги, гости, те, кто пришли разделить общую такую радость, открытие библиотеки. Хочется сказать, что сегодняшний формат открытия, он такой носит характер такого домашнего, теплого и уютного. Мне хочется пожелать только одного, наверное, нашей библиотеке, чтобы те начинания, которые есть сегодня, все вливания, которые были сделаны в эту библиотеку, они не были последними, чтобы библиотека жила, развивалась, чтобы сюда приходили читатели, чтобы рождались новые идеи, чтобы коллектив поддерживал во всех начинаниях. Бывают и трудности, бывают и прорывные какие-то моменты. Хочу сказать большое спасибо всем коллегам, которые приехали сюда. Становится такой доброй традицией собираться в библиотеках летом, в новых библиотеках, в модельных библиотеках. Мое искреннее желание увеличить это количество библиотек максимально. Я думаю, что все поддержат меня в этой благой цели. Я знаю, что библиотеки открываются и модернизируются не только в рамках нацпроекта, да, но и в рамках личных усилий, да, то есть за счет бюджетов местных самоуправлений. Я всегда говорю, если мы будем все вместе стараться, да, то мы останемся всегда на плаву. Поэтому большого нам всем крепкого здоровья, поддержки каждого, потому что по одному мы не сможем удержаться, а когда мы будем вместе, когда мы будем гореть общей идеей, я думаю, что у нас все получится. Поэтому всем здоровья и я надеюсь, что наш семинар будет продуктивным. Мы хотели, да, как глава сказал, лучший подарок книга и приложение книги. Поэтому товарищи СУ, ваш фонд. Для анализа деятельности модельных библиотек слово предоставляется кандидату педагогических наук, заместителю директора по инновационной и методической работе Республиканской юношеской библиотеки Шайтановой Наталье Александровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте выступить с кратким обзором о деятельности модельных библиотек. Проект по созданию модельных библиотек реализуется 5-й год подряд, начиная с 2019 года. Так, с 2019 по 2023 годы на данные цели направлено 119,5 миллионов рублей. К концу года в Республике Татарстан будет функционировать 23 модельные библиотеки в 20 муниципальных районах и городах, по 2 в Бугульминском, Курском и Зеленодольском районах. Эти районы очень активно участвовали и в федеральном, и в республиканском конкурсе. Из 23 9 модельных библиотек создано за счет бюджета Республики Татарстан. По видовому составу это 9 центральных, в том числе 3 детских и 14
модельных библиотек составит 1/5 от общего количества муниципальных библиотек в нашей республике. Всего 1504. Из названных 23 библиотек в настоящее время за счет средств федерального бюджета в 3 ведутся работы по модернизации. В Центральной детской библиотеке города Набережной Челны, Шереметьевской сельской библиотеке Нижнекамского района, Кляшевской сельской библиотеке Тетюшкова района. По графику библиотеки должны открыться в октябре текущего года. Итак, какой же вклад вносит модельные библиотеки в развитие культуры нашей республики в целом? Сравнивая основные показатели действующих модельных библиотек, можно констатировать четкие положительные изменения. Так, по сравнению с 2019 годом, в модельных библиотеках увеличилось посещение. Среди центральных библиотек отличается Нурлатский район. При неизменном количестве пользователей 5008 человек в 2019 и 2020 годах рост почти на 30%. В Альметьевской центральной детской библиотеке рост на 7%, также без видимого роста количества пользователей. Как видно на слайде, увеличение количества читателей есть только в Спасской центральной библиотеке, плюс 255. Среди сельских библиотек рост посещений более выражен, так в 2 раза и выше отмечается в Зеленодольском и Кукмарском районах, в Верхнеуслонском, Бугульминском, Тюлечинском рост на 50% и выше. Такая же картина на фоне стабильного количества читателей, если не считать значительного увеличения в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах, более чем на 200 читателей. Есть рост количества посещений библиотечных мероприятий. Отличаются центральные библиотеки Альметьевского и Аксубаевского районов, среди сельских Сабинский, Арский, Зеленодольский районы. Относительно книговыдачи среди сельских библиотек этот показатель увеличился. Например, в Верхнем Услонском районе 1,7 раза, Кукмарский 1,4. Но среди центральных библиотек по этому показателю есть только антилидеры. Положительные показатели модельных библиотек влияют на динамику показателей библиотечного дела в целом по Республике Татарстан. Плавно увеличивается показатель средней посещаемости библиотек. Если в 2019 году было 10,7, то по итогам 2022 года 11,5. На слайде видно, что общее посещение библиотек в 2022 году выросло и составило 16,7 миллионов человек. В 2019 году было 15,5. Рост обеспечивается в том числе за счет увеличения количества посещений библиотечных мероприятий. Так, среднее количество таких посещений в 2022 году составило 23,8 человек, против 2021 года 21 человек. Доля посещений библиотечных мероприятий составляет 19,2 от всего общего количества посещений. Проектный офис в составе Республиканской юношеской библиотеки и научно-методического отдела Национальной библиотеки Республики Татарстан ежемесячно мониторит посещение в разрезе всех ЦБС районов и республиканских библиотек в системе АИ «Статистика». На слайде сравнение показателей за первый квартал с 2019 по 2023 год. И здесь мы видим существенный рост интенсивности. Если сравнить работу ЦБС районов относительно 4 месяцев с января по апрель прошлого и текущего года, есть снижение показателей у Нижелинской ЦБС более 50 тысяч, Ахтамышской минус 1784 и небольшую Елабужской. Но в целом по республике обеспечен рост. Доведенный план по числу посещений по библиотекам на текущий год более 20 миллионов единиц. Нам всем нужно выдержать тот темп работы, как вы понимаете, да, и, соответственно, нужен контроль за правильным учетом. Проектный офис также осуществляет мониторинг активности библиотек на портале «Прокультура» и по реализации проекта «Пушкинская карта». На слайде мы видим первую десятку самых активных ЦБС по количеству размещенных событий, более 1000 за 5 месяцев. Также есть таблица, где видно, какие ЦБС размещают менее 500 мероприятий. Наиболее высокий показатель по визитам у ЦБС Набережной Челны, потом уже у Черемшанского района и Казани. А по количеству мероприятий по Пушкинской карте, например, активно Казанская ЦБС, Тукаевские, Альметьевские районы
Ну, здесь, конечно же, ЦБС, где очень низкая активность. Не буду называть, они есть на экране. Интерес населения к модельным библиотекам поддерживается и различными проектами. Среди них проект «Гений места», который стартовал в 2022 году, в том числе в 4 модельных библиотеках республики. О реализации проекта, надеюсь, сегодня поделятся опытом сами районы в ходе запланированного круглого стола. В настоящее время у нас в Республике Татарстан на стадии обсуждения проект по созданию на базе сельских модельных библиотек информационно-координационных центров по развитию деловой активности сельскохозяйственных территорий и сельского образа жизни. Алгул-Яши, деревня живет. Проект инициирован Комитетом Госсовета Республики Татарстан. Планируется реализация совместно с Минсельхозом и Министерством культуры Республики Татарстан. Основными задачами проекта является создание на базе модельных библиотек информационно-методической базы по различным направлениям сельского хозяйства. Это очень положительный момент, поскольку именно библиотеки станут площадками для организации деятельности данного центра. Кроме того, будет дополнительное финансирование на комплектование библиотек сельскохозяйственной литературы. На этом у меня все кратко, коллеги. Спасибо за внимание. Выступает директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотека Мусульманского муниципального района» Мадьярова Айсмин Инна Васильевна на тему «Модельная библиотека. Территория молодежи». Добрый день, уважаемые гости, коллеги, жители района. В настоящее время сельские библиотеки являются неотъемлемой и самой значимой частью социальной структуры сельских поселений. Общественной жизни местных сообществ способствует социальному и духовному возрождению сел, сохранению историко-культурного наследия России. Муниципальные бюджетные учреждения «Централизованная библиотека Мусульманского муниципального района» включает в себя 29 библиотек. Одна центральная, одна детская, 27 сельских библиотек. В 2013 году мы перешли в систему Абис-Руслан. В настоящее время в библиотеке ведется работа по внедрению технологий автоматизированного обслуживания читателей на основе штрих-кодирования. Читатели имеют доступ в интернет, пользуются правовой базой данных «Консультант Плюс». При библиотеке работают клубы «Кортаймалзали ветеранар», кружок «Тылсымлы Эне», в детской библиотеке кружки «Устакулар», театр кружога «Китап сүйшілер». Библиотекари активно участвуют в общественной жизни района, в мероприятиях районного масштаба. Тесно сотрудничают с учреждениями культуры и образования, общественными организациями, средствами массовой информации, творческими коллективами и многими другими организациями района. А также Центральная библиотека является информационно-документальной поддержкой учебно-воспитательного процесса. Библиотекари проводят мероприятия, викторины и презентации, исходя из изучаемых на предметах тем для закрепления пройденного материала. Такое сотрудничество имеет перспективу. Учащиеся школ и студенты училища получают расширенные ученические знания. Библиотека новых, молодых и заинтересованных читателей. Для большего привлечения детей и подростков в библиотеке был создан проект «10 вопросов в звезде». В рамках данного проекта артисты татарской эстрады встречаются с нашими читателями, отвечают на их интересующие вопросы. У нас в гостях побывали Фирдус Тямаев, Рифат Зарипов, Лилия Харюлина, Лилия Гематенова и другие многие артисты. Центральная библиотека оказывает поддержку в получении информации и организации досуга людям с ограниченными возможностями здоровья, представителям старшего поколения, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Налажены хорошие контакты с Мусульманским дом-интернат для престарелых и инвалидов и с Нижнетабынской школой-интернат для детей с ОВЗ. В библиотеке проводится комплекс мероприятий по обустройству безбарьерной среды, обеспечивающей доступность библиотечных услуг для этих категорий читателей. Большое внимание уделяется раскрытию краеведческих фондов библиотек. Библиотекари района активно следят за творчеством местных писателей, проводят различные мероприятия, направленные на популяризацию творчества писателей-земляков. В районном масштабе ежегодно в Центральной библиотеке проходят дни татарской литературы. В
в рамках которых проходят встречи писателей и поэтов Татарстана. В современных условиях библиотека не может развиваться без постоянного совершенствования своей деятельности. Проектно-инновационная деятельность – необходимый элемент развития. Сотрудники Центральной библиотеки принимают активное участие в различных конкурсах и проектах районного, а также республиканского масштаба. В 2018 году наша библиотека приняла участие в конкурсе «Поддержка проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства», который был организован Министерством культуры Республики Татарстан. В результате мы выиграли грант на сумму 176 тысяч рублей с проектом «Современное библиотечное информационное пространство. Уличная библиотека». В ходе реализации проекта на улице Тукая рядом со средней образовательной школой была установлена библиотечная информационная конструкция в виде уличной библиотеки, расставлены скамейки и оборудованы книжной полкой, приобретена необходимая литература. В настоящее время ассортимент книг в уличной библиотеке постоянно пополняется и меняется. На этой территории для привлечения детей и жителей района к чтению проводятся различные мероприятия на свежем воздухе. Создание библиотечного пространства позволило сделать библиотеку еще более комфортной и удобной для пользователей. В 2019 году сотрудники Центральной библиотеки участвовали в конкурсе проектов президента Российской Федерации в номинации «Поддержка проектов в сфере культуры и искусства». С двумя проектами «Литературное кафе библиотеки» и «Растись книга малыш» выиграли грант на общую сумму 334 тысячи рублей. В кафе мы соорудили декоративную печь. В рамках реализации проекта были приобретены кресла, диваны, шкаф для посуды, кофемашина, чайный и кофейный сервис. Оформлена вывеска. За время работы по проекту было проведено большое количество мероприятий, направленных на укрепление престижа чтения и библиотеки. Например, пресс-банкет, торжественное открытие литературного кафе, конкурс «Читатель года» с участием самых активных читателей районных библиотек, фотоконкурс «Лучшая читающая семья», интеллектуальная игра «Поле чудес», викторина «Я люблю читать книгу» и многие другие мероприятия. За время работы литературного кафе было получено множество положительных отзывов от представителей разных социальных слоев населения. Проект реализован успешно, имеет устойчивое развитие и востребован в обществе. Проект создания нового пространства библиотеки и развития услуг для семей с маленькими детьми «Растись книгой малыш». Целевая аудитория – дети до 7 лет. Родители и другие члены семьи, сотрудники детских учреждений, занимающиеся ранним развитием малышей. В районном центре осуществляют деятельность 5 детских садов – Лейсян, Куяшпай, Карлыгаш, Миляшкей, Кубелек. В рамках реализации проекта по привлечению детей к чтению сотрудники детской библиотеки провели различные мероприятия. Участвуя в конкурсе Министерства образования и науки Республики Татарстан с проектом «Литературно-поэтический клуб одаренных детей Зульфат» выиграли грант в размере 200 тысяч рублей. Возрастная категория – дети школьного возраста. В результате реализации проекта были организованы встречи с писателями и поэтами, проводились занятия, посвященные азам стихосложения, мастер-классы по поэтическому искусству. По итогам проделанной работы были изданы 2 сборника стихов литературно-поэтического клуба одаренных детей Зульфат «Куяшлыак» с тиражом 500 и 300 экземпляров. Также осуществлены проекты районный детский клуб «Фестиваль «Мой любимый герой», грант на сумму 150 тысяч рублей, проект районного читателя «Фестиваль начинающих поэтов», грант на сумму 500 тысяч рублей, и Магалимова Эльвира выиграла 30 тысяч в номинации «Перспектива». И вот еще одно наше достижение. В 2002 году Центральная библиотека стала участником и победителем национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. И в результате всей проделанной работы сегодня в культурной жизни нашего района знаменательное событие – открытие на базе Центральной библиотеки согласно модельному стандарту библиотеки нового поколения. Победа в конкурсном отборе стала значимым событием и дала нам уникальную возможность превратить районную библиотеку в современный культурно-образовательный центр, который сочетает в себе комфортное пространство, современный дизайн, доступ к новейшим информационным технологиям.
В библиотеке созданы все комфортные условия для интеллектуального досуга и общения всех категорий пользователей. Использованы приемы зонирования пространства. Мобильность достигает за счет многофункциональной мебели. Созданы зоны чтения молодого поколения, зоны для самостоятельной работы пользователей в интернете, зона литературного кафе, детская зона, приобретены самые современное оборудование. Ждет своих читателей и обновленный универсальный книжный фонд библиотеки, который представлен актуальными документами в различных форматах. Привлекательный внешний и внутренний вид библиотеки, в частности ее уютный зал, позволяет проводить в стенах библиотеки не только библиотечные мероприятия, но и мероприятия для других организаций, что, несомненно, помогает библиотеке в работе. В ходе работы по открытию модельной библиотеки коллектив получил огромную поддержку со стороны Министерства культуры, Национальной библиотеки, юношеской библиотеки. Мы от всего сердца благодарим вас за помощь в осуществлении проекта. Спасибо вам огромное. Хочется сказать также слова благодарности главе администрации района Альберту Робертовичу, Ире Фаязовичу, Азару Загитовичу, Марине Ранасовне, которые всегда уделяют большое внимание обеспечению жителей района услугами культуры и организации библиотечного обслуживания. Также хочу поблагодарить свою команду за их позитивный настрой и активность, за оптимизм, за их фантазию и креатив, за постоянное стремление развиваться и идти вперед. Принимая участие в конкурсном отборе, наши сотрудники получили колоссальный опыт в соответствии с сметной документацией, создания дизайнов проектов, что очень пригодится нам в будущем. Это был совершенно новый опыт, несомненно способствующий повышению профессионализма каждого из участников проекта. В процессе работы мы узнали много нового, в том числе из опыта других библиотек, и это в дальнейшем послужит основой для реализации новых творческих проектов. Мы чувствуем, что не стоим на месте, а двигаемся в ногу со временем. Поскольку Центральная районная библиотека является методическим центром, визитной карточкой всего данного направления деятельности на своей территории, то она окажет огромное влияние на библиотечное дело как пример внедрения инноваций, ориентир для всех библиотек муниципального образования. В последние годы район интенсивно преображается, меняет архитектурный облик публичных пространств. Модернизация библиотеки станет логичным продолжением этой цепочки изменений в лучшую сторону. Мы надеемся, появление современной модельной библиотеки окажет позитивное влияние на развитие социокультурной инфраструктуры района. Библиотека станет центром притяжения для всех, станет любимым местом полезного времяпровождения для жителей района и их гостей, станет примером, образцом, к которому нужно стремиться каждой библиотеке района. От всей души поздравляю вас всех с этим замечательным событием, которое осуществилось. Мы всегда рады нашим читателям. Приходите в нашу обновленную библиотеку, читайте, узнавайте много нового, общайтесь, созидайте. Спасибо за внимание. Выступает Тукмеева Светлана Хамидуловна, методист инновационно-методического отдела Республиканской юношеской библиотеки на тему «Краеведческая деятельность библиотек и молодежь». Обзор опыта централизованных библиотечных систем Республики Татарстан за 2022 год. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Сегодняшнее выступление, как уже было сказано, будет посвящено теме «Краеведческая деятельность библиотек и молодежь». У каждого из нас своя малая родина, и любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа наших библиотек. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю, не прерывается связь поколений. Духовное возрождение общества невозможно без знакомства с культурными достижениями предшествующих поколений, без чувства гордости за свою родину. Краеведение воспитывает у молодежи причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, исследование, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями. То есть формирует именно те ценности, которые необходимы сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. И работники всех библиотек делают все, чтобы популяризировать краеведческие знания, вызвать и поддержать
продолжать интерес к истории родного края. Одна из главных задач, которые ставят перед собой библиотекари, сохранить для потомков все то, что составляет гордость родного края и помогает понять значение и роль своей малой родины в истории и культуре России. Несомненно, что успешная краеведческая работа создает положительный имидж библиотеки в глазах населения, укрепляет связи с общественностью, расширяет круг читателей библиотеки. В своем выступлении я хотела бы рассказать о работе некоторых ЦБС Республики Татарстан, которые проводят интересные работы, мероприятия с молодежью. Информация для обзора была получена из отчетов за 2022 год. Сразу хотелось бы отметить, что абсолютно все библиотеки нашей республики проводят огромное количество мероприятий по краеведению, но в силу ограниченного регламента времени я выделю лишь некоторые. Анализ отчетов ЦБС показал, что библиотечное краеведение стабильно является одним из самых приоритетных направлений в деятельности муниципальных библиотек. Имеются определенные традиции и продолжается поиск новых форм продвижения краеведческой информации, используя возможности интернета и информационных технологий. Это является не только влиянием веянием времени, сколько попыткой систематизировать весь накопленный материал и представить возможность удаленного доступа к информации пользователям. Наиболее востребованными и актуальными в краеведческой работе библиотек в республике являются следующие направления: историческое краеведение, литературное, экологическое, культурологическое, исследовательское. Конечно, самое большое внимание в библиотеках уделяется историческому краеведению. Историческое краеведение очень тесно связано с памятными датами, посвященными Великой Отечественной войне и другим событиям в жизни страны и нашего региона. Например, библиотека филиал номер 22 ЦБС города Казани на протяжении нескольких лет по крупицам собирает информацию о жителях поселка Левченко и о самом микрорайоне. На основе материалов и документов из семейных архивов читателей, рассказов и фотографий в библиотеке создана стендовая выставка «Поселок Левченко. Путь длиною 85 лет» с историями о жителях района, составленные коллективом библиотеки, неоднократно публиковала газета «Казанские ведомости». И две из таких историй попали в сборник «Путеводитель до Берлина», что натолкнуло команду проекта на идею составления собственного краеведческого альманаха. Данный проект, с чего начинается родина, истоки, автор Васина Марина, участвовал в республиканском этапе всероссийского конкурса на лучший молодежный библиотечный проект. Героиней новой главы альманаха стала жительница поселка Левченко, участница Великой Отечественной войны Анна Федоровна Ивановича. Сотрудники библиотеки рассказали о боевом пути медицинской сестры, познакомили читателей с подлинными документами из семейного архива Ивановичев. Мероприятие было дополнено книжной выставкой «Имена Победы», которая рассказала о других жителях поселка, внесших вклад в победу. Ряд библиотек в минувшем году отметили юбилеи районов и городов. Так, в ЦБС Рыбнослободского района к 95-летию разработала программу исторического путешествия «Сказ о земле Рыбнослободской». Программа состояла из нескольких частей. Они провели путешествие по селам и улицам, названных в честь знаменитых земляков. Другой блок программы провели встречи со старожилами, и назывался этот блок «Из сокровенной памяти старожилов». На встречах пожилые люди делились своими воспоминаниями о жизни, районе и селе. Организовали встречи со знаменитыми людьми, уроженцами района. Отделом обслуживания Центральной библиотеки была создана карта «Голос истории. Эхо поколений», на котором были размещены фото знаменитостей возле деревни, в которых они родились. Провели литературные часы по творчеству писателей-уроженцев своего района. О каждом селе района были созданы небольшие видеорассказы, которые сопровождались песней или стихотворением о конкретном селе, которые были выставлены на страницах сельских библиотек и общей странице ВКонтакте. Провели онлайн-акцию о родном крае «Стихами говорю», где жители района читали стихи о районе и селах. На интерактивной площадке набережной реки Камы показали и рассказали, как выглядели библиотеки в начале 20 века и какими они стали сейчас. Неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек является литературное краеведение. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной. Все ЦБС активно занимаются популяризацией
презентацией творчества местных писателей и поэтов, как известных, так и признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. Организуют презентации, творческие вечера, встречи с писателями. Новое поколение молодежи – поколение социальных сетей. Стремительно развивающиеся интернет-технологии и социальные сети уже стали для современных молодых людей не просто дополнительным удобным инструментом, но и жизненно важной необходимостью. Библиотечное краеведение в деятельности муниципальных библиотек в настоящее время успешно развивается в электронной среде. Библиотеки активно используют социальные сети для продвижения краеведческой информации, привлечения молодежи на свои сайты. На сайтах многих библиотек открыт доступ к краеведческим базам данных, в том числе и к полнотекстовым документам. Например, на сайте Нурлатской ЦБС размещен сканированный архив местной печати, архива районных газет, которые они собирают, начиная с 1961 года. И такую же работу планируют наладить в Апастовской центральной библиотеке. Их фонд районной газеты «Юлдыз Звезда» формируется библиотекарями уже с 1955 года. На сайтах библиотеки размещают ежегодные календари знаменательных и памятных дат района, информационные справки об истории района, про земляков, героев Великой Отечественной войны, почетных гражданах края, памятных местах, литературные карты. Например, среди самых полноценных сайтов с точки зрения представления краеведческого контента можно назвать сайты следующих ЦБС: Нурлатской, Нижнекамской, Бугульминской, Бавлинской, Высокогорской, Лениногорской. Я не буду перечислять все, очень многие библиотеки на сайтах выставляют очень много информации. Исследовательская деятельность в ряде муниципальных библиотек перерастает в разработку и реализацию проектов и комплексных программ по истории, культуре, литературе родного края. Такие программы и проекты придают краеведческой деятельности систематичность, четкость и позволяют задействовать все ресурсы библиотеки. При реализации краеведческих проектов, направленных подросткам и молодежи, библиотеки используют чаще всего мероприятия игрового характера, в том числе заимствуя форму работы из других областей. Например, проводят экскурсии как КВСТ. Например, проект «Ключ» – пешие экскурсии по улице Сюрюмбеке, который организовала городская библиотека филиал номер 4 ЦБС города Нижнекамска. Автором проекта является Резида Эльдаровна Исламова. В 2022 году она приняла участие в республиканском этапе всероссийского конкурса на лучший молодежный библиотечный проект и стала победителем среди городских библиотек филиалов. Пешая квест-экскурсия – это современная увлекательная альтернатива классической экскурсии. Квест идеально подходит для досуга молодежи, как и для знакомства с городом и его улицами с целью повышения интереса к истории родного края. Похожие мероприятия провели в Нижнеуслонской библиотеке ЦБС Верхнеуслонского района. Там же была проведена квест-экскурсия «От прошлого в настоящее» или «Пешком в истории», которая была посвящена историческим и архитектурным памятникам села. Участникам мероприятия предстояло совершить путешествие по времени более чем на 200 лет назад и пройти маршрут по 5 достопримечательностям села. Также многие библиотеки по краеведческой теме традиционно выпускают памятки, закладки, буклеты, брошюры с рекомендательными списками литературы. Некоторые раздаются во время массовых мероприятий. Здесь интересен опыт ЦБС Зеленодольского района по изданию почтовых художественных открыток с краеведческой тематикой и гашение их совместно с Почтой России. В 2022 году в рамках программы «Наследие Каюма-Насыри» была издана почтовая открытка «Стенная роспись с изображением Каюма-Насыри. Художники Царев и Мингазов». Состоялось гашение совместно с Почтой России. Кроме выпуска собственной продукции, библиотеки готовят издание сборники произведений местных авторов, тем самым содействуют не только творческой самореализации талантливых местных жителей, но и транслируют достижения местного литературного творчества. Важное направление в деятельности библиотек занимает экологическое краеведение. Есть интересный опыт Белобезводнинской модельной библиотеки ЦБС Зеленодольского района. В рамках экологического просвещения активисты библиотечного краеведческого клуба «Наследники Раифы» стали участниками международного слета «Друзья заповедных островов». На слет был представлен фильм «Новые горизонты» о том, как важно иметь активную жизненную позицию, видеть возможности и перспективы своей малой родины. 2022 год был посвящен культурному наследию России, что дало дополнительный импульс в работе библиотек. В библиотеках были разработаны программы мероприятий, посвященных Году народного искусства и нематериального
1992 года 5-й юбилейный муниципальный Библиофест 2022, который очень... Самые яркие творческие номера, мастер-классы, костюмы, выставки были представлены всеобщему вниманию на различных площадках. В Национальной краеведческой библиотеке имени Кулгали ЦБС города Нижнекамска реализуется проект «Улларын Галляр Тема». Цель проекта была знакомство молодежи с забытыми традициями и обычаями татарского народа. В рамках проекта за отчетный период для студентов городского медицинского колледжа было проведено 6 мастер-классов, где девушки познакомились с историей татарского костюма, научились шить женский головной убор, украшать его бисером, освоили мастерство по вышивке нагрудного украшения и с интересом слушали увлекательные рассказы о свадьбах, обрядах при появлении ребенка, именно рычения, волшебных словах при купании и других обрядах татарского народа. Итогом проекта стало праздничное дефиле девушек, где девушки демонстрировали перед сверстниками результаты своего труда в собственноручно сшитых костюмах. Центральной библиотекой Нурлатского района были организованы Дни национальных языков. В рамках посещения библиотеки депутата Государственного совета они провели День татарского языка и встретили участников тематическими книжными выставками, мероприятиями. Также в рамках республиканского форума чувашских школьников «Аталан» они провели День чувашского языка. Сотрудники также провели мастер-классы, викторины на чувашском языке, показали взаимосвязь чувашской молодежи в нашей республике. На этом коротко все. Благодарю за внимание. Более подробный обзор будет представлен в виде методического издания, который будет размещен на сайте нашей библиотеки в разделе «Методический отдел». Спасибо. Для выступления приглашается Янузина Ахмедова Каткаровна, ведущий библиотекарь литературно-краеведческого музея Центральной городской библиотеки города Набережные Челны. Краеведческая работа библиотек, традиционные формы и новые возможности. Из практики работы ЦБС города Набережные Челны. Уважаемые коллеги, мы очень рады, что вы сегодня приехали к вам посмотреть эту замечательную библиотеку. И сегодня хотели бы поделить своим опытом работы по краеведению именно Центральной библиотечной системы города Набережные Челны. Город Набережные Челны второй после города Казани по численности и значимости мегаполис Республики Татарстан. В нем проживает 513 тысяч граждан. Набережные Челны – молодой город. Здесь более 100 тысяч детей, и из них около 20 тысяч студентов. Набережные Челны имеют большой ресурс духовного, литературно-культурного наследия. С челнинской землей связаны судьбы многих известных поэтов и писателей, оказавших значительное влияние на развитие татарской, русской и современной литературы. Центральная библиотечная система состоит из 18 структур, 16 филиалов, Центральная городская и Центральная детская библиотека. Библиотечное краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности ЦБС и объединяет работу по сохранению и возрождению историко-культурного литературного наследия народов нашей республики. В 2007 году был выигран грант, и Центральной городской библиотеки муниципального бюджета учреждения централизованной библиотечной системы города Набережные Челны начал работать литературно-краеведческий музей. Открывая музей, город получил возможность сохранить память по истории литературной жизни Челнинского края. Литературно-краеведческий музей города Набережные Челны, можно сказать, один из единственных музеев Республики Татарстан по изучению литературного наследия города в целом. Для создания образовательной среды, духовного, нравственного развития, воспитания молодого поколения деятельность нашего музея включает в себя проведение тематических экскурсий и занятий, просветительскую работу, осуществление развития сетевого взаимодействия и социального партнерства. В фондах литературно-краеведческого музея свыше 2500 единиц хранения. В числе интересных экспонатов это, конечно же, архивы наших писателей, знаменитых писателей, журналисты, например, Ямаши Ганея, Нажиба Мадьярова, Загиры Гумеровой и многих других наших поэтов, писателей. Это книги с автографами, это личные документы, это свидетельство о рождении, например, Ямаши Ганея. Это документы об окончании, диплом об окончании высшего учебного заведения Загиры Гумеровой и
это эпистолярное наследие, в том числе фронтовые газеты времен войны, предметы военного времени, которые были найдены под селом Лесной Бор, где воевал и попал в плен Мусаджи. Музейные стенды рассказывают о сотне писателей и поэтах, земляках, чье творчество оставило заметный след в литературе, об истории набережно-челнинских писательских организаций, отделении Союза писателей Татарстана и России, о литературных объединениях, например, Лейсан, который начал свою работу в 1963 году и в этом году празднует свое 60-летие. Это литературное объединение Орфей, который начал свою работу в 1971 году. Сюда приезжает огромное, в город Набережные Челны приезжает огромное количество молодых ребят, которые строят и пишут. И они входили в это литературное объединение Орфей. Одним из важнейших аспектов деятельности литературно-краеведческого музея была и остается масса работы с читателями. В зависимости от тем, методы и формы работы отличаются своеобразием. Обзорные тематические экскурсии, обзоры выставочной литературы, открытие экспозиций и литературно-художественных выставок, литературно-музыкальные вечера, фестивали, часы поэзии, премьеры книги, творческие вечера писателей-юбиляров, заседания литературного объединения Лейсан, которое уже более 16 лет работает на базе литературно-краеведческого музея, онлайн-встречи, прямые эфиры, региональные городские конкурсы, радиомарафоны, праздники книги, другие события непосредственно именно повышают имидж музея. Посетители, совершая обзорную экскурсию по литературно-краеведческому музею, знакомятся основными этапами именно литературной жизни города. Это докамазовский, камазовский, послекамазовский и современный период литературной жизни. Во время музейных занятий происходит взаимодействие между молодым поколением и писателями. Каждый посетитель знакомится, например, с печатными машинками наших писателей. Это Мансура Сафина, Разины Мухияр. Разина Мухияр у нас известная писательница, она долгое время работала на Челнинском государственном педагогическом университете, является составителем многих татарских учебников по татарскому языку. Сотрудниками музея разработана краеведческая программа «Северные края для молодежной аудитории с ментальным нарушением». В ходе реализации программы создаются электронные видеопрезентации краеведческой тематики. В рамках программы для получателей социальной помощи к соцдоверию проведены такие мероприятия, как литературные портреты, встречи. Для них очень понравилась встреча с Равилем Ахмедяновым. Это местный наш поэт, особенно его и пародии, встречи с многими другими поэтами, Любовь Тимофеева, Факиль Сафин, Мансур Сафин. Факиль Абы как раз таки является именно родился в вашем районе. Издательская деятельность важнейшая составляющая всей краеведческой библиографии. Сотрудники музея занимаются разработкой проекта по созданию серии библиографических пособий по творчеству местных писателей Шаулы Язучлара и Жалтем. За 15 лет были созданы более 30 пособий, 10 из которых изданы типографическим способом. Эти пособия были распространены по школам именно самого нашего города и отправлены в библиотеки Республики Татарстан. Сотрудникам музея Хамидуллиной Розы Галимулловны подготовлены и изданы 4 сборника сценариев мероприятий библиотеки, которые стали настольной книгой не только коллег нашего города, но и нашей республики. В 2014 и 2021 году были изданы книги «Эдабишолла» и «Эдабишолла Кубенде» на татарском языке, а в 2022 году издан альманах-справочник антологии челнинской поэзии, ставший результатом многолетнего труда ответственных редакторов книги поэта, лауреата литературных премий Егора Уткина, Эдуарда Касымова, краеведа, переводчика, члена Союза писателей России и Татарстана Мансура Габдуловича Сафина и заслуженного работника культуры Республики Татарстан, заведующего литературно-краеведческого музея Розы Галимулловны Хамидуллиной. На презентации книги приехали и многие гости, писатели из города Москвы, Казани, Елабуги. Данная презентация прошла совместно с участием молодежи. Как раз таки мы видели здесь представители Орфея, который литературное объединение было открыто в 1971 году, Евгений Кувайцев, Инна Люмин,
Семенова, Николай Петрович Олешков. Сейчас у нас активно работает в нашем городе, является редактором литературного журнала «Аргамак». С целью выявления и поддержки литературно одаренных молодых авторов, привлечения интереса населения к литературному творчеству земляков на базе музея работает литературное объединение «Лейсен». В разное время их руководители были известны наши писатели, это и Хамид Куснулин, Разиль Валиев, и Айдар Халин. Сейчас же работает Розгальмуна Хамидулина, вот уже более 16 лет руководит данным литературным объединением. С целью выявления, как раз таки я вам сказала, материалы из фондов литературно-краеведческого музея регулярно экспонируются на республиканских, региональных, международных фестивалях. Уже последние 2 года активно мы представляем наши материалы на международном музыкально-поэтическом фестивале, приуроченный ко дню рождения Мусы Джалиля, поэт и музыка, организатором который является внучка Мусы Джалиля. Представлен очень много наших богатых материалов, еще копии из Национального архива, копии документов Мусы Джалиля и вот предметы военных времени. Это и каски, это и патроны, пули, снаряды. Все они представляются на данном фестивале. И также, следующий слайд, пожалуйста, мы также с внучкой Татьяной Михайловной, с правнучкой Елизаветой Малышевой и представителями как раз фестиваля провели прямой эфир на портале сети ВКонтакте «Наша культура». А как раз они поделились своим опытом, именно музыканты здесь, и чтецы, с молодыми нашими поколениями нашего города и нашей республики. Среди активных форм краеведческой работы, организации различных конкурсов для читателей, более 20 лет мы проводим конкурс, региональный конкурс мастеров художественного слова «Песенный край Татарстан» и родной язык поэтов, участниками которые являются с 13 лет и выше. Здесь ребята читают произведения как наших классиков, так и представляют стихотворение собственного сочинения. За последние 2 года приняли участие и из города Казани, активно принимают участие из города Нижнекамска, Муслюмова, Мензелинск и город Набережные Челны. В основном принимают участие старшеклассники, студенты средних и высших учебных заведений. Сохранение литературного наследия татарских писателей, изучение пропаганды, их творчество является одним из традиционных направлений работы библиотеки. Ежегодно более 20 лет совместно с исполнительным комитетом Управления образования и культуры города, Набережно-Челнинским филиалом Татарстанского отделения Союза писателей на сквере у памятника Мусы Джалиля 2 раза в год проводятся мероприятия. В день рождения и день смерти здесь активно принимают учащиеся среднеобразовательных, средних и высших учебных заведений и, конечно же, любители творчества известного великого поэта. Музей оказывает консультационные услуги студентам и школьникам по написанию рефератов, курсовых работ. Они приходят к нам своими проектами по написанию, например, дипломов, основных каких-то проектов. Это и Набережно-Челнинский государственный педагогический университет, и колледж, и автомеханические техникумы. Все активно приходят к нам в музей. Традиционным направлением краеведческой работы остается популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, чье творчество внесло большой вклад в духовное развитие края. Совместно с учреждением культуры города проведен литературный фестиваль «Челны литературные», «Многоликие Челны». В целях продвижения новых книг челнинских писателей организовываются презентации книг с участием молодежи. Например, примеры книги Факиля Савина, поэтессы Лилии Гибадулиной, Альфии Сидиковой, молодой писательницы Айзиры Имамовой, член литературного объединения Фреды Сахабиевой, поэта Айрата Суфьянова, поэта-художника Хамита Латыпова, Нина Самарина. Она является заместителем главного редактора «Челнинских известий». Совместно с молодежью мы презентовали ее книгу «Конечная остановка». В форме марафона чтения «Спасибо вам, любимый автор» организован чемпионат, посвященный творчеству Сидиковой. Проводятся нон-стопы в социальной сети ВКонтакте. Литературное краеведение всегда составляет важнейшую часть работы библиотек МБЛЦБС. При
реализации данного направления библиотека активно сотрудничает с писателями и поэтами города и Республики Татарстан. В целях приобщения начинающих авторов к традициям литературного творчества проводится региональный литературный фестиваль «Тылсымлы Калям» большое перо. В рамках фестиваля проходит конкурс детского и юношеского творчества «Еш Калямше» юное дарование, где оцениваются произведения, написанные на татарском и русском языках в разных жанрах. Это стихотворение, проза, драматургия. Работа фестиваля ведется на татарском и русском языках, параллельно на 3 площадках: поэзия, проза и публицистика. Для участников фестиваля проходят встречи с писателями, мастер-классы для начинающих авторов от Факиля Сафина, Мансура Сафина, Разины Саидгараевой, Айрата Суфьянова, Земфира Исламовой, Рафиса Курбана, Илдас Шариповой, Алмаза Гемадиева, Ильса Александровой и многих-многих других наших, не только писателей нашего города, но и республики. На встречу Дирак Бекирия со студенческой молодежью Наверчелнинского педагогического колледжа были приглашены члены Союза писателей Республики Татарстан, организатор и руководитель благотворительного фонда Идель Урал Ракит Абдульманов. Проводим юбилейные вечера с Лилией Гибадулиной. Для молодежи с участием журналистов в газете «Шахры Шаллы» состоялся круглый стол «Расми Надбуат Милди». В ходе обсуждаются основные проблемы, конечно же, публицистики, журналистики. По творчеству, конечно же, многих и сотрудниками проводятся вечера поэзии о военном времени. К популярным формам краеведческой работы можно отнести выставки, инсталляции, краеведческие квесты, квизы, флешмобы, флешбуки, лэтбуки, фольклорные праздники, литературные карты. У нас активно ведет свою работу, мастер-классы по национальным видам декоративно-прикладного творчества, виртуальное путешествие и многие-многие другие. Одни из них позволяют комплексно изучить историю края, другие же дают представление об отдельных ее эпизодах, третьи раскрывают многообразие национальных культур края. И литературно-краеведческий фонд библиотек позволяет библиотекам привлекать внимание читателей даже в эпоху именно цифровых технологий. Это все объясняется тем, что большая часть материалов не оцифрована, и пользователю, если он желает ознакомиться с книгой, приходится обращаться за ней в библиотеку. Одним из важных способов представления краеведческой информации является использование средств сети интернет. Библиотека повсеместно размещает краеведческую информацию в интернете. На сайте библиотеки в разделе «Литературная карта» города Набережные Челны. Она является продолжающейся, пополняющейся. В 2021 году был выигран грант, и Центральная городская библиотека организовала телемост «Читающая молодежь. Будущее нации» среди татарской молодежи Набережных Челнов и Финляндии в смешанном формате с помощью платформы Zoom. При личном участии участников мероприятия участники телемоста в библиотеке стали студенты педуниверситета, челнинские писатели, представители СМИ, корреспонденты Шахры Шаллы, Кунашкамрау, Серебряный колокольчик. И здесь также на прямую связь с челнинцами вышел доктор филологических наук, автор серии книг, многочисленных статей об исламе, истории татар Финляндии, Рамиль Хазрат Беляев. Также проводится телемост литературы Татарстана о классиках и современных татарской литературы. Это библиотека филиал номер 12. Старшеклассники и студенты состязались в литературной онлайн-дуэли по творчеству Чехова, читатели города Набережные Челны из Заинска. С молодежной аудиторией популярно творчество встречи с артистами театров. В 2022 году организована встреча с артистами Набережно-Челнинского государственного татарского драматического театра, татарского театра имени Галискара Камала и также многих театральных студий нашего города, которые показывали мастер-классы. Участники учились управлять своими эмоциями и говорить правильно и красиво. Краеведение – это благодатная почва для развития деятельности библиотек ЦБС, которая базируется на естественном желании людей знать свои корни, историю края, которая тесно связана с историей рода. Ведя краеведческую работу, библиотеки города Набережные Челны не просто собирают факты или документы о крае, они объединяют общество, представляют им знания о культуре своего народа, литературе региона, рассказывают о развитии края в настоящее время. Благодарю вас за внимание. Я надеюсь, не затянуло время. Спасибо вам большое.
Елабужского муниципального района. Краеведческая деятельность библиотек в Елабуге. Новые задачи, новые возможности. Hayırlı gün, исәнмесез семинарда катнашучы коллегалар. Сезне Алабуга үзәкләштерелгән китапханәләр системасы сәламлый. Елабуга один из древнейших городов Татарстана, обладающий уникальным историческим и культурным наследием. На сегодняшний день библиотеки Елабуги являются хранителями информационных краеведческих ресурсов. В структуру Елабужской централизованной библиотечной системы входит 26 общедоступных библиотек, из которых 6 в городе и 20 в селе. Центральная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина является одной из старейших библиотек Республики Татарстан, имеет свою славную и богатую историю с 1896 года. В 1994 году был открыт отдел татарской и национальной краеведческой литературы при Центральной библиотеке. В отделе собрана литература по краеведению на татарском и русском языках, на языках народов Поволжья. Периодические издания, создан справочно-библиографический аппарат. Основными направлениями работы отдела являются краеведческое исследование, продвижение татарской литературы, юбилейные даты татарских писателей, поэтов, литературные вечера с участием елабужских писателей и регионального отделения Союза писателей Республики Татарстан. В городе Елабуга 4 члена Союза писателей Татарстана: Наиб Лаисов, Гульзада Ахтямова, Федас Кузин, Вера Ибрагимова. При Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина работает зал редких книг, где собраны сохранившиеся издания первой публичной библиотеки города Елабуга. При Центральной детской библиотеке литературная гостиная имени Станислава Романовского «Светлый дар» ежемесячно проводит мероприятия для юных читателей, и мы гордимся нашим проектом, муниципальным конкурсом «Лидер чтения среди детей». При отделе татарской и национальной краеведческой литературы работает молодежный клуб «Илхам Шишмесе» с краеведческой направленностью. Укрепляется добрая традиция сотрудничества с литературно-музыкальными объединениями «Ера» и «Шумар». Все крупные мероприятия краеведческого характера проходят при активном участии членов объединений. В сельских библиотеках действуют музейные уголки, посвященные быту, обрядам, культуре народов, проживающих в Елабужском районе. Библиотекари Центральной библиотеки имени Пушкина на протяжении многих лет собирали и хранили информацию о литературной жизни Елабуги. В 2017 году на сайте Елабужской СБС начал работу постоянно пополняющийся электронный ресурс о литературной жизни района «Литературная карта Елабужского района», которая стала победителем в республиканском конкурсе «Татарстан. Наш общий дом». Тема краеведения ставит перед нами в сегодняшнее современное время новые задачи и новые возможности. Так, ежегодно в библиотеках Елабуги по инициативе директора каждый год посвящается культурным краеведческим событиям, и связаны они в первую очередь с краеведением. Например, 2020 год – год Тазигизата, 2021 год – год национальной книги, а 2021 год – год Елабуги. Выдающий драматург татарского народа Тазигизат был организатором первого татарского театра в Елабуге. Сотрудники краеведческого отдела Центральной библиотеки давно изучают и продвигают его творчество. На торжественное открытие года Тазигизата были приглашены почетные гости из Казани: профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей Татарстана Фаат Галимуллин, внучка выдающегося драматурга, доктор филологических наук Гузель Казбековна Гизатова. Информационно-библиографический отдел разработал биобиблиографический указатель к 125-летию Тазигизата. Из-под пера высекаются искры. Централизованная библиотечная система Елабуги провела муниципальный конкурс буктрейлеров «Резет Кобузган Чоткулар
«Искры Гизата». В 2021 году в рамках открытия Года родных языков и народного единства в Татарстане юбилейного года 125-летия со дня открытия первой публичной библиотеки в Елабуге в Центральной библиотеке состоялось торжественное открытие литературной фотогалереи современных елабужских писателей и поэтов «Эдеби Алабуга. Литературная карта». На сегодняшний день в экспозиции представлены 24 портрета известных елабужских писателей и поэтов. 2021 год в библиотеках Елабужской СБС прошел в рамках года национальной книги под девизом «Книга – хранитель национального богатства». Каждый месяц был посвящен литературе народов Поволжья. Февраль – месяц башкирской книги, март – месяц марийской книги, апрель – месяц татарской книги. В этом же году начал свою работу историко-краеведческий клуб «Лек». На заседание клуба приглашаются елабужские краеведы, ветераны библиотечного дела, учителя истории, школьники, студенты. Заседания клуба посвящены изучению истории края с диспутами и обменом информацией. Литературное краеведение обязательно связано с юбилейными датами писателей и поэтов. К 85-летию со дня рождения поэта елабужанина Фазыла Шаиха в Центральной библиотеке провели вечер памяти «У Турмушно Зюле Биратта». Воспоминаниями о нем поделились родные и близкие поэта, члены литературно-музыкального объединения «Чулман». Ежегодно 26 апреля в сквере Тукая около памятника поэту проходит акция «Мин Татарша Силяше». В акции принимают участие школьники, студенты, библиотекари и жители города. 2022 год в библиотеках Елабуги прошел в рамках года 1015-летия Елабуги. 27 мая 2022 года в Центральной библиотеке имени Пушкина Елабуги в торжественной обстановке состоялось открытие регионального центра Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина. На сегодняшний день это первый в Республике Татарстан региональный центр старейшего Пушкинского музея. Центральная библиотека Пушкина в Елабуге, в свою очередь, единственная библиотека в республике, которая носит имя поэта. Присвоение этого великого имени, а вернее возвращение исторического названия библиотеки с богатейшей историей, произошло в год 125-летия со дня ее основания. Открытие регионального центра стало возможным благодаря совместному договору Елабужской централизованной библиотечной системы и Всероссийского музея Пушкина. При поддержке Министерства культуры Республики Татарстан инициатором открытия выступила директор Елабужской централизованной библиотечной системы Юлия Владимировна Назипова. Читателям и жителям Елабуги представляется доступ к уникальным оцифрованным копиям из собрания старейшего Пушкинского музея России. С 2022 года Елабужская СБС присоединилась к федеральному проекту «Пушкинская карта». Это позволило нам продвигать краеведение через такие формы, как Квизбук, литературная Елабуга, Татбатл, Мой Татарстан, этная игра «Народное поле», патриотическая игра «Война, победа, память» о Елабуге в годы Великой Отечественной войны. Год педагога и наставника в Центральной библиотеке открыли встречи с преподавателем Елабужского института Казанского федерального университета Гумером Даутовым, членом Союза писателей Республики Татарстан. В течение года планируется провести цикл встреч с представителями этой профессии, педагогами учебных заведений Елабуги. В год культурного наследия народов России представлены акция чтения «Наши истоки. Читаем фольклор». Подготовлены электронные презентации, посвященные народам, проживающим в Татарстане. Национальный чувашский праздник Уяв, народные промыслы Марийского края, путешествие в волшебный мир удмуртских сказок. К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии проведены разнообразные мероприятия. Информационный час, ислам дини бейрамлары,
час истории томар булып тарал үткәнгә Шихабетдин Мәрҗани дин галиме. Исторический экскурс Древний Булгар. В рамках клуба «Илхам Чишмясе» в Центральной библиотеке прошло выездное заседание Всемирного конгресса татар и представителей Республиканской общественной организации татарских женщин «Околфак». За круглым столом речь шла о сохранении и развитии татарского языка, сохранении национальных особенностей, возрождении традиций, воспитании и уважении к татарскому языку, формировании национального самосознания подрастающего поколения. Ежегодно в День Победы мы представляем тематическую площадку, воссоздающую обстановку тыловой Елабуги в годы Великой Отечественной войны. В 2021 году библиотека представила тематическую площадку «Елабужская районная библиотека». Интерьер передавал обстановку библиотеки военных лет Елабуги. А в 2022 году тематическая площадка «Елабужская районная контора связи» 1941-1945 годы, где представлены импровизированное почтовое отделение города Елабуга, рассказали о трудовых буднях работников почты. С 2020 года в библиотеке успешно реализованы этапы проекта «У войны не женское лицо». По итогам проекта вышла книга «У войны не женское лицо». Памятный экземпляр книги подарила Рыбакова Людмила Николаевна, депутат Государственного совета Республики Татарстан. В рамках проекта библиотекарями проделана большая работа по сбору материала, интервью, воспоминаний и публикаций, фотографий и материалов из семейных архивов. Большая исследовательская работа по теме «У войны не женское лицо» вылилась в сознание нового интернет-ресурса на сайте «У войны не женское лицо» Труженики тыла. На официальном сайте представлен еще один краеведческий интернет-ресурс «Война. Судьба. Библиотека», который участвовал во всероссийском конкурсе краеведческих ресурсов. В настоящее время в главном здании библиотеки проходит капитальный ремонт, и библиотека готовится к созданию модельной библиотеки со своей концепцией. И у нас впереди много планов, проектов. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас у нас по расписанию обед. Приглашаем всех пройти в кафе у нас есть